Родники Яндары – излюбленное место отдыха не только для местных сельчан. Сюда приезжают со всего региона. Бембулата Мальсагова можно назвать старожилом. Он проживает здесь больше полувека. Говорит, что рад наблюдать за тем, как преображается родное село. А доступно стало благоустройство благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», которая предполагает софинансирование со стороны местных властей. Последние давно планировали сделать источник более удобным для использования, да только охватить весь объем работ не смогли бы. Лестницу уже забетонировали, сейчас осталась укладка камня и брусчатки на прилегающей территории. И это не последние изменения, которые ждут яндерцев. Детская игровая площадка тоже также рядом с... Мы сделаем детскую игровую площадку, оборудование мы уже закупили, территорию отметили. И буквально сегодня-завтра бригада начнет, там фундамент вокруг, там выравнивание вот это место, и там плитку ложить, и устраивать игровые площадки будут. И эта работа тоже недели-две мы закончим полностью. Представить, каким будет родник после завершения работ, вполне реально. Неподалеку уже закончили благоустройство другого источника воды. Установлена крыша в случае непогоды и лавочки для отдыхающих. Всего в Яндаре 4 родника, и 2 из них уже приобрели законченный вид, а остальные завершат на днях. После этого вот камень, который бригада, которая ложит вот этот камень, они будут в на другой родник, то перейдут, и там то же самое. Там бетонные работы уже сделаны, осталось, ну, там мы хотим даже башню, типа как нашу Ингурскую башню, как соорудить, где это родник, там чуть подольше, но зато мы сделаем его красиво. Благодаря федеральной программе в Яндаре появился фельдшерско-акушерский пункт, стадион, обновленный водопровод и газопровод. Также у местной администрации есть и другие планы. Эта мечеть – своеобразная жемчужина сельского поселения, так как находится в самом центре Яндаре. Благоустройство прилегающей территории, по словам местной власти, положительно сказалось бы на облик села в целом. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24.